Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема будет такой: его постель. Посмотрим на его интимную жизнь. Есть с кем какая. Если вам интересно, если не противно, пожалуйста, присоединяйтесь. Меня в комментариях часто просили. Я сама человечек такой, знаете, еще старой закалки, но не привыкла я про это говорить. Стесняюсь я про это говорить. Но раз вы просите, иду вам навстречу, да, делаю такую отсыпочку. Если интересно, присоединяйтесь. Если чувствуете, что, как и я, да, сложно воспринимаете, пожалуйста, идите на другие видео, на другие каналы. Так, а кто остался, загадайте, пожалуйста, на мужчину, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность провести эту отсыпку и ответите на все ваши вопросы. Интересно, очень интересно. Так, девочки, мужчина. Здесь мужчина вышел влюбленный именно в вас, в женщину, которая на него загадала. Сразу хочу сказать, что отсыпка у нас общая. Понятно, что охватить всех зрителей она не может. Но раз вас сюда потянула ваша интуиция, я имею в виду на это видео, и вы включили это видео, значит, здесь для вас важная и полезная информация. Вот обратите внимание, видите, стоите вы красивая, и вот стоит он. Руки у вас друг к другу протянуты. Здесь симпатия, влюбленность, любовь, интерес, желание, они обоюдные. То есть вы загадали именно человека, с кем у вас все по-серьезному. По крайней мере, взаимообоюдная ситуация идет. Да? Влюбленность, любовь, отношения. За спиной этого мужчины стоят женщины. Могу предположить, что мужчина ваш не свободен в сегодняшнем дне, либо мужчина был в браке, возможно, даже не в одном. Мужчина, скажем так, он очень любвеобильный был. То есть у него, он не отличался преданностью. Да? Даже то, что он в браке, его никогда не останавливало. Скорее всего, у мужчины обширный любовный список. Тут не одна любовница, скорее, знаете, как любовница была, и имя ей Легион, то есть женщин было очень много, помимо там жены, жен, да, женщин было очень много. В свое время этот мужчина прям страдал вспышками гормонального фона, мог, не знаю, там даже не с одной женщиной, с несколькими женщинами провести время. Мог параллельно с несколькими женщинами проводить время. Да, утром он с одной, днем с второй, там, в полудник с третьей, на ужин с четвертой, ночью он там с пятой. Понимаете? Вот и такие были у него дни. Он, кстати, очень выносливый мужчина. Очень выносливый мужчина. Женщины на него никогда не жаловались. Мужчина, который умеет наслаждаться и умеет доставить наслаждение женщине. Вот такой вот он товарищ. Мужчина, кстати, очень красивый на лицо. А у кого-то отыграется, что мужчина очень харизматичный. Вот прям глаза с бесятами. Вот он посмотрел, и все, женщина чувствует, что все, таю, пропадаю, боже мой, держите меня 7, иначе я сейчас к нему прилипну, и все. Знаете, как Ваня, я ваша навеки. Очень интересный экземпляр, очень. Очень необычная у него судьба.
мужчина, который в жизни либо очень много путешествовал, либо много профессий попробовал, поменял, долго, возможно, искал себя, искал свое предназначение. Он человек, который не боится махнуть мечом, да, то есть в один момент все поменять, все, знаете, как потерять и заново построить. Вот вообще не боится. Он любит вызовы, он горячий, горячий, вот кровь у него горячая. Возможно, он огненного знака зодиака, либо, знаете, как там восточная кровь в нем присутствует, может быть, даже в какой-то малой дозировке, но тем не менее, она с ним, конечно, роковые штуки играет. Но в этом его и изюм. Этим он вас, кстати, и привлек. Вы ведь тоже женщина опытная, у вас вон тоже поклонники были. Кстати, возможно, у вас и муж есть сегодняшним, нет, на самом-то деле, да, возможно, это четырехугольник, не треугольник, а четырехугольник. Вот, вы такая, тоже, знаете, знатная сердцеедка. Конечно, ваша интимная жизнь будет гораздо поскромнее, чем его, но, тем не менее, ни одному мужчине вы разбили сердце. И я вам даже больше скажу, еще разобьете. Понимаете, в вас мужчины влюбляются, мужчины сходят с ума по вам, но вы настолько недоступная, вы настолько обособленная, вы настолько высоко планочку-то задрали, да, что мужички так побаиваются вас. Очень, кстати, много вот таких несчастных влюбленных вы оставили у себя за спиной. Так, и мужчина, вот если вы сейчас состоите в паре, в браке с мужчиной, поверьте, он себя ведет именно таким образом из-за ревности, из-за любви, которая сводит его с ума. Он чувствует, что вы не отвечаете ему на все 100%. Он чувствует, что у вас, скорее всего, другой интерес, да, к тому, кого вы загадали на этой отсыпке, и поэтому он так себя ведет. Девочки, ну что сказать, королева, ко мне пришла королева. Не королева, богиня, которая сводит мужчин с ума. Ладно, вернемся к мужчине, которого вы загадали. Так, мужчина, я уже сказала, да, очень много любовниц имел, очень много связей, очень много всего попробовал. Попробовал такое, что уму непостижимо, да? То, что называется блудом и развратом, все попробовал, понимаете, все. Для него вообще нет никаких слов, нет стоп-слов, каких-то заборов, барьеров, этого ничего нет. У него все это уже давно слетело, он очень искушенный в интимной жизни. Значит, нагулявшись, как говорится, набесившись, он подумал о душе, он подумал о вечном. Знаете, пришел к такой мысли, что да, интим это, конечно, хорошо, и да, это какое-то особое удовольствие, но когда нет чувств, когда нет настоящих эмоций, да, вот сердце не ёкает, то оно как-то совсем уже неинтересно, да, все такое однообразное. Все такое вот приелось, интимная жизнь приелась. У него, кстати, был такой период, что он прям чуть ли не евнухом был, да, вот жил евнухом. Если вот он женатый в сегодняшнем дне, вы переживаете, а не спит ли он со своей женой, я вам честно говорю, не спит. Вообще, от слова совсем не спит. Возможно, даже особо он с ней и не спал. Мне в чем-то идет брак по расчету. Но не с его стороны, не со стороны мужчины, а со стороны женщины. То есть, скорее всего, он вступил в брак по благородству души, либо по какому-то принуждению. Может быть, женщина забеременела, да, и он как благородный человек на ней женился. Либо женщина там придумала какую-то грустную историю о том, что ох, ты там типа меня совратила, у меня там семья строгая, ой, они меня там порежут, закопают. Вот. Либо женись, либо... То есть моя участь на твоей совести. И он на ней женился. Кстати, его жене он не особо тоже-то нужен был, да, для интимной жизни. Он больше ей нужен был как кошелек на ножках, чтобы ее там содержали, чтобы у нее был статус, что она жена. Может, она от родителей хотела съехать, да, либо хотела где-то поселиться, например. Она там из маленького городка, да, в большой город хотела, а вот он ее привез, он ее поселил, он ее прописал, он там на нее что-то оформил. Вот этого ей хотелось. Вот. Про все его измены она знает, и для нее это не секрет. И, в принципе, она к этому, ну, на мой взгляд, равнодушна. Ей лишь бы деньги были, да, лишь бы он ее содержал, да, и все. И ничего не угрожало ее статусу. У кого-то из вас отыграется, что у него такое в прошлом было. То есть он с этой женщиной уже расстался. Но был женат именно чисто по благородству души.
либо по принуждению. Так, что касается вас. Девчонки, кто с мужчиной состоит в интимной близости? Знаете, что вы сломали все шаблоны. Ведь только благодаря вам он понял, в чем истинное наслаждение от близости мужчины и женщины. На вас у него ёкает сердце. С вами он забывает обо всем на свете. С вами он как будто бы в первый раз, понимаете? Настолько у него яркие впечатления. У него даже в самые юные годы не было таких ярких впечатлений, эмоций и состояний, вот как он испытывает с вами. Вы друг другу как-то просто супер идеально подходите. Возможно, вы чисто физически друг другу как-то идеально подходите. Но то, что происходит между вами, для мужчины, это, конечно, разрыв шаблонов. Вот невероятное, сказочное, умопомрачающее. Вот это на его вкус, да, на вкус искушенного в интимной жизни мужчины. Такой вот он у вас. У тех, у кого не было интима с мужчиной, девочки, ну что сказать? Сказать, что он не очень хочет, я не могу. Но я четко вижу, что для него это не главное. Для него главное — это быть с вами рядом, это посмотреть в ваши глаза, это взять вас за руку, это обнять вас, прижать к себе, почувствовать биение вашего сердца, уловить аромат ваших духов, аромат вашей кожи. Для него это главное. Даже если вы ему скажете, что нет, я не хочу никакого интима, и у нас с тобой никогда ничего не будет, он скажет: окей, я согласен, только, пожалуйста, можно я тебя обниму, можно я с тобой просто рядом постою, там, послушаю твой голос, полюбуюсь твоими глазами, твоей улыбкой. Вот такое ощущение. Вы как сказочная фея для него, понимаете, каждая встреча с вами, будь то физическая, будь то онлайн-встреча, это что-то сверхъестественное, волшебное и неповторимое, да, вот эти ощущения, которые вы в нем вызываете. Ах, влюбили вы в себя мужчину, влюбили он из-за вас, кстати, вообще потерял покой и сон, в прямом смысле слова. Он постоянно думает о вас, он постоянно мечтает о вас, постоянно к вам тянется. Постоянно. Вот именно с вами ему захотелось тихой гавани, ему захотелось семьи, ему захотелось дома, ему захотелось, не знаю, там, горячих борщей, супов, там, пирожков, детских криков, там, с детского смеха, большой семьи, там, не знаю, завести кошку, собаку, там, дачу, в конце концов, да, выезжать все вместе на дачу. Вот именно с вами ему этого захотелось. Обычной человеческой жизни, обычного счастья. Если раньше он был в поисках там приключений на пятую точку, либо в приключениях по поиску пятой точки, то сейчас нет, хочется для души, хочется для сердца, хочется родного человечка рядом. А вот вы для него именно родная, вот энергетика родная. Вы как будто бы вообще созданы друг для друга. По крайней мере, он это так видит, он это так ощущает. И он, знаете, он всеми фибрами души в это верит, что вы созданы друг для друга. В сегодняшнем дне этот мужчина хранит верность. Он не принял обет, но он хранит верность одной единственной женщине. И эта женщина именно вы. У него нет проблем с тем, что он не живет интимной жизнью, да, если вы не спите вместе. Для него единственная проблема, единственный страх — это то, что вы там, например, расстанетесь или не встретитесь, либо вы ему откажете. Он только об этом думает. Этого он только боится. А кто с мужчиной встречается, ну, девочки, тут вы его покорили, вы его настолько заякорили, и даже не интимной стороной жизни, а именно вот этими впечатлениями сердца и души, что ему никто больше не нужен. Вы и только вы. Вот такая вы волшебная, и так вы повлияли на этого мужчину. Знаете, придет тот день, когда он вам, возможно, частично расскажет о том блуде, о тех приключениях, которые были в его жизни. И рассказ его будет не хвастливым, а, знаете, какой-то исповедальный, наверное, какой-то рассказ, да, как исповедуется перед вами. Он вам скажет такие слова, которые
ну не то чтобы заставят вас задуматься, которые вас, наверное, вгонят в шок, да? Ну вот насколько люди могут поменяться, либо какая сильная любовь, да, насколько это сильное чувство, что может даже из самого похотливого и блудливого мужика сделать идеального мужчину. И это даже не любовь, это вы из похотливого, блудливого мужика сделали настоящего мужественного мужчину. Да, девочки, я преклоняюсь перед вами. Я опираюсь на взгляд этого мужчины, вот как он вас показал, как он вас выделил, да, как он показал вот эту любовь, да, вы друг на друга смотрите и друг другу в руки даете. Вот он говорит: все, мы пара, мы идеальная пара. Какой там блуд, какие там гульки, да, какая интимная жизнь. Мы созданы друг для друга. Наши сердца бьются в унисон. И это главное, и это счастье. Девочки, тут мечта под одной крышей, понимаете? Под одной крышей, как там говорят. Прожить всю жизнь вместе, состариться вместе, да, и вместе уйти в закат. Вот об этом он думает, об этом он мечтает. Для него главное — это вы рядом. Все. Так вы на него повлияли, так вы его изменили. Оставьте его прошлое, оставьте его интимную жизнь. Знаете, что без вас ее просто нет, она не существует. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.